Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая из студии в Вашингтоне. Главное в программе сегодня. Международный валютный фонд утвердил новую программу помощи Украине. Бывший директор ЦРУ о сотрудничестве разведок. И петербургские бездомные могут лишиться последнего приюта. Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу кредитования для Украины на сумму около 17,5 миллиардов долларов с целью стабилизировать экономику страны. Директор МВФ Кристин Лагард отметила в заявлении, что Киев демонстрирует решительность в проведении реформ. Комментарий Роберта Камна, эксперта из Вашингтонского совета по внешней политике. Я думаю, что эта программа более реалистична, чем предыдущая. Но все же она основывается на нескольких далеко идущих предпосылках о будущем экономическом росте, курсе валюты и конфликте с Россией. И мнение Андерса Ослунда из Института мировой экономики имени Петерсона. Мое мнение, Украина не должна платить ничего стране, которая ведет против нее войну. Украина не должна платить «Газпрому» и возвращать России долги. США также объявили о предоставлении дополнительной нелетальной помощи Украине. В новый пакет входят военные внедорожники, разведывательные беспилотники, противоминометные радиолокационные комплексы, приборы ночного видения и машины скорой помощи. Реакция конгрессмена Марка Торнберри, главы Комитета вооруженных сил Палаты представителей. Украинцы не могут защитить себя без летальной помощи. По сообщению российских СМИ, несмотря на перемирие на востоке Украины, минувшей ночью очередная группа из 70 добровольцев отправилась из Екатеринбурга в Донбасс воевать. Им устроили публичные проводы, на которые пригласили журналистов. Между тем, конфликт в этом регионе тяжким бременем ложится на одну из самых уязвимых групп населения – пенсионеров. Репортаж нашего корреспондента из Дебальцево. Мой хороший дружок. В разрушенном пригороде Дебальцево 77-летняя пенсионерка Лидия Степановна пытается осознать последствия событий последних месяцев. Я перевернулась на другую сторону, думаю, это... И только это перестало, и как начала бомбежка, сыночек, я такого грома не слышала. Я так напугалась, у меня спаленький, так в кровати шифонер, я около шифонера вот так стала. И думаю, Господи, спаси или убей, чтоб я калека не осталась. Стресс от войны ложится тяжким грузом на пожилых граждан Украины. По оценкам ООН, 60% внутренне перемещенных лиц – пожилые люди. И так каждый день, сынок, все равно бомбили. Идешь в туалет, боишься, идешь воду выносить, там боишься, ведро бросаешь и бежишь. То там бомбят, то там бомбят. Многие пожилые люди на контролируемых сепаратистами территориях не получали пенсии по несколько месяцев. В кухне Лидии висит потертая картинка, на которой нарисован плотный завтрак. Но на ее старой плите можно увидеть лишь сухари, лук, яблоки и грецкие орехи, которые она вырастила в своем саду. Через дорогу от дома Лидии живет ее лучшая подруга Люда, которой 80 лет. Во время обстрелов она целый месяц жила в подвале. Мне вон все окна перебило, второй раз. И у дочки Крыша с 4 сторон текти будет, как вода. Это не первая война Лидии и Люды. Они были детьми, когда началась Вторая мировая война, и помнят вторжение Германии в 1941 году. Тогда мать Лидии работала на местной фабрике. Две дочери и меня. И меня она хватала недалеко. У нас тоже бомбоубежище было. Но тогда, как начинают, и самолеты видели, и... много вспоминать много есть что. Сегодня сын Лидии воюет на стороне сепаратистов, но она говорит, что просто хочет, чтобы война прекратилась. Эта война какая-то бессмысленная, понимаете, бессмысленная. Мы даже не ожидали. И вот весь народ, весь мир говорит одно и то же, что мы такой войны не ожидали и не думали, чтобы это такое было. Пожилые жители Украины многое пережили. И сейчас, возможно, именно они, как никто другой, понимают опасность войн. Пока в России обсуждают отсутствие Владимира Путина в публичном пространстве вот уже несколько дней, вашингтонские политологи анализируют особенности третьего срока российского президента, который, по их мнению, резко отличается от предыдущих. Рассказывает Вадим Оленичев. В России наступила эпоха развитого путинизма. Она характеризуется отходом от прежней модели и развитием общества в новом направлении.
Такой анализ политической ситуации в России представили эксперты, собравшиеся на конференцию в Вашингтонском центре глобальных интересов при Университете Джорджа Вашингтона. Как они рассказали, Путин, вновь оказавшись в роли президента, поставил перед собой новые задачи. Первые 2 срока его президентства были посвящены 2 основным направлениям – построению пресловутой вертикали власти, то есть укреплению государственной машины, и накоплению финансовых активов. Совсем другие цели, как отмечают эксперты, Путин преследует теперь. Это, с одной стороны, политика ревизионизма, наращивание военной мощи, аннексия Крыма и ухудшение отношений с НАТО и Западом в целом. Другая цель, которая перекликается с первой – отход от модернизации как средство остановить возникшую в обществе прозападную ориентацию. Вместо этого на первое место ставится доминирование России на постсоветском пространстве. Но здесь перед российским лидером возникает серьезная проблема. Экономика страны ориентирована на экспорт энергоносителей, но в условиях заниженных цен на нефть эта система больше не работает. Инвесторы тоже покидают Россию, и приток капитала в госказну резко снизился. Совершенно очевидно, что Путин хотел бы по-прежнему полагаться в экономике на экспорт газа и нефти. Его легко контролировать, он не требует больших затрат и новых технологий и приносит высокие прибыли. Но нет никаких гарантий того, что эта система окажется жизнеспособной в будущем. А значит, России надо искать новые пути и поскорее диверсифицировать свою экономику, иначе хорошие времена для нее скоро закончатся. Другой аспект, грозящий путинской России негативными последствиями, заключается в том, что страна вынуждена сейчас тратить слишком много средств на военные расходы. В таких условиях, говорят эксперты, экономика России будет не в состоянии выдержать санкции, введенные против нее западными державами. Получается, что чем дольше Владимир Путин останется у власти, тем хуже для российского общества. Рано или поздно перед ним станет выбор – либо двигаться к диктатуре и держать народ впроголодь, либо вступить на путь модернизации общества и реорганизации экономики. Нынешнюю российскую систему участники встречи охарактеризовали как развитый путинизм. Его главной особенностью является жесткая государственная политика, которая базируется на безнадежно устаревшей экономической модели. Если Россия слишком долго будет откладывать реформы, ее ждет участь Советского Союза. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Время передавать слово нашим коллегам в Праге. Сергей? Спасибо, Наташа. Эфир из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Пока журналисты строят догадки, где российский президент, что с ним, мы решили вспомнить заявление Владимира Путина на одну и ту же тему, но сделанные им в разное время. В эти дни в России отмечается год с момента присоединения, то есть аннексии Крыма. Начать мы решили с крымских заявлений фактически 2 разных людей. Итак, о цене слова российского лидера. Говорю вам совершенно откровенно, честно говорю. Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационном смысле. Как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, московский комсомольцы? Нет, мы не рассматриваем. И я вообще полагаю, что только граждане, проживающие на той или иной территории, в условиях свободы волеизъявления, в условиях безопасности, могут и должны определять свое будущее. Это было ночь 22 на 23. Мы закончили около 7 часов утра. И расставаясь, не скрою, я всем моим коллегам, а их было 4, сказал, ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Потому что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают, на произвол судьбы под каток националистов. Я не располагаю никакой информацией. Когда он звонил, наши службы радионаблюдения, по сути, начали вести его кортеж. Мы каждый раз фиксировали место его нахождения. Откровенно, честно говоря, абсолютно. Ситуация со свободой прессы в Крыму плоха как никогда. По таким заголовкам на сайте ОБСЕ появилось заявление, с которым представитель организации по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович выступила в Вене. У меня цитата. «Я призываю всех причастных прекратить цензуру и обеспечить безопасность журналистов».
ОБСЕ перечисляет нарушения. Украинские каналы в Крыму выключены и заменены российскими. Независимые журналисты и блогеры подвергаются нападениям. СМИ крымских татар становятся объектами рейдов. Телеканалы, радиостанции и печатные издания – это прежде всего люди, их мысли, их судьбы. Вот как раз об этом наш материал. Ира Сидова еще год назад жила в Керчи, работала в местном СМИ и поддерживала Евромайдан. Сразу же после аннексии она и ее семья ощутили на себе давление новых властей полуострова. Журналист была вынуждена уехать в Киев. Я продолжила заниматься своей журналистской деятельностью, я продолжаю делать передачи и писать о Крыме, но только уже здесь. И я жалею, конечно, что пришлось уехать, но здесь больше свободы и больше возможностей продолжать деятельность. За прошлый год выехали журналисты таких издательств, как Центр журналистских расследований, Black SN News во главе с Андреем Клименко и севастопольский информационный сайт «Гражданская оборона». Киев стал центром журналистской деятельности для работников телеканала «Черноморка», который самопровозглашенная власть лишила частот вещания. У нас недавно был тут такая силовая акция устрашения под видом обыска с автоматчиками. Кроме того, мы сейчас опасаемся, что нас могут не зарегистрировать как российское средство массовой информации. Срок регистрации заканчивается 1 апреля. Нам уже 4 раза возвращают документы с типом на доработку. Те, кто против, кто не признает аннексии полуострова, автоматически становятся представителем вражеской стороны. По крайней мере, так считает глава самопровозглашенной республики Сергей Аксенов. Те, кто не признает российскую государственность, те, кто не признает нашего президента, те, кто дает людям надежду на возврат Крыма в состав Украины, я считаю, что это вражеские СМИ. С началом событий на Майдане в Киеве российская машина пропаганды значительно активизировалась, не обойдя вниманием и полуостров Крым. Именно российское телевидение показывало якобы многотысячные видео «Стоп-Майдану» в Крыму и на Донбассе, собрание так называемой самообороны и многое другое. С тех пор, как у России на государственном уровне была поставлена машина пропаганды, с тех пор, можно сказать, это воздействие было и на Крым, не только на Крым, но всю Украину. Чтобы вернуть Крым, украинская власть должна выполнить много задач. Но в первую очередь нужно, как считает политолог и крымчанин Тарас Березовец, создать СМИ, которые будут информировать жителей полуострова о реальном состоянии вещей как в аннексированном Крыму, так и в Украине. Сегодня Крым действительно превращается в настоящий остров, отрезанный как информационно, отрезанный транспортно и отрезанный культурно. Безусловно, две ключевые вещи, на которых мы должны сконцентрировать усилия, как гражданское общество, как средства массовой информации. Во-первых, это создание новых средств массовой информации, ориентированных на крымчан. И это сегодня первейшая задача. И второе, формирование все-таки национальной стратегии реинтеграции Крыма. Пока в Украине идет война и проблемы полуострова отодвинуты на второй план, простые журналисты продолжают испытывать мощное давление со стороны новых властей Крыма. Об этом коллеги постоянно сообщают вынужденные уехать в Киев крымской журналистке. Журналисты работают анонимно и постоянно подвергаются давлению и угрозам. Из тех рассказов, которые они рассказывают, когда мы с ними встречаемся, что периодически это профилактические беседы какие-то, ФСБ за ними следит, иногда их снимают на камеру. То есть они ничего такого противозаконного не делают, они просто продолжают заниматься журналистикой, но тем не менее они все на контроле и на карандаше. Но Ирина верит, что сможет вернуться в Крым и продолжить заниматься журналистикой на полуострове. Екатерина Кочкина, Александр Янковский. Настоящее время. И далее у нас вновь эфир из США. Газета Wall Street Journal пишет о сложностях обмена разведданными между американскими и украинскими спецслужбами, объясняя это опасениями Вашингтона, что информация может утекать в Россию. По данным журналистов издания, в украинских разведслужбах есть информаторы, работающие на Кремль. Наташа, продолжайте. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер однажды заметил: не бывает дружественных разведок, бывают только разведки дружественных нам стран. Экс-глава ЦРУ и АНБ Майкл Хейден и другие бывшие действующие представители американского разведсообщества собрались на конференцию в Вашингтоне, чтобы обсудить проблемы международного сотрудничества спецслужб. Александр Панов продолжит тему. На этой фотографии, сделанной в 2011 году, отставной глава ЦРУ и АНБ позирует вместе с Эдвардом Сноуденом. Сегодня Хейден называет Сноудена типичным перебежчиком, проблемным молодым человеком и пророчит ему судьбу других западных перебежчиков, оказавшихся в России: разочарование, одиночество, депрессию и алкоголизм. После массивных утечек секретной информации через Wikileaks и Эдварда Сноудена возник вопрос, насколько разведки других стран могут полагаться на надежность американских спецслужб. Вы должны подбирать только тех партнеров, в которых уверены, им можно доверять, и одновременно не забывать правила «доверяй, но проверяй».
«Пять глаз» — так называют разведывательный пул, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Но формально у США ни с одной страной мира нет соглашения с обязательством не вести шпионскую деятельность. Германия и Франция настаивали о заключении такого соглашения с администрацией Обамы после скандала с прослушкой телефона Меркель. Своим немецким коллегам я ответил вопросом на вопрос. А как насчет Шрёдера? Он был против нашей политики в Ираке. Его связывают странные взаимовыгодные отношения с Владимиром Путиным. Еще в бытность канцлером он помогал с продвижением в еврозону «Газпрома» и проекта «Северный поток». Из вашего богатого опыта можете привести примеры плодотворного сотрудничества американских спецслужб с русскими? На самом деле это более сложный вопрос, чем вы себе представляете. Мой ответ – нет. Потому что в шпионаже успешные операции не должны становиться известными публике. Поэтому у меня нет таких историй, чтобы о них можно было рассказать. ЦРУ отслеживает политическую ситуацию в России, например, волну национализма, которая, как опасаются некоторые эксперты, может привести даже к новому фашизму. То, что происходит в Российской Федерации, имеет важное значение для безопасности, процветания и свободы американцев. И, конечно, это сфера законных интересов нашей разведки. В лице самопровозглашенного исламского государства у двух стран, похоже, общий враг. Как сообщил побывавший недавно в Вашингтоне директор ФСБ, в рядах боевиков сейчас сражаются 1700 российских граждан. Разведки могут делиться информацией по этой проблеме? Конечно, могут. Даже имея разногласия по другим вопросам, в том числе по Сирии, могут быть заключены соответствующие соглашения по сотрудничеству. Но я не знаю, были ли они заключены на самом деле. Вывод экспертов. Разведка вправе собирать данные, то есть шпионить, какими бы близкими не были отношения стран. И разведки могут делиться информацией, какими бы далекими не были государства друг от друга политически. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. 3 высокопоставленных американских чиновника отвечали на нелегкие вопросы сенаторов в ходе слушаний, посвященных запросу президента Обамы о применении силы против экстремистов исламского государства. Многие из этих вопросов, заданных министру обороны Эштону Картеру, госсекретарю Джону Керри и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Мартину Демпси, были вызваны обеспокоенностью в связи с растущим влиянием Ирана в ближневосточном регионе. Призывая законодателей поддержать запрос президента Обамы, госсекретарь Керри перечислил зверства, творимые боевиками исламского государства. Кровавые бесчинства в отношении христиан-ассирийцев и езидов, распятие детей, продажа и порабощение женщин и девушек, гнусное убийство пленников из таких близких стран, как Иордания, и таких далеких, как Япония. Сенаторы выразили обеспокоенность военной поддержкой, которую иракским силам оказывает Иран, и потенциальным влиянием Тегерана в регионе. Должны ли мы здесь как-то беспокоиться о том, что Иран влияет на исход дела в отношении ИГИЛ? Есть ли у шиитского ополчения на месте, есть ли у кого-то из их собственных бойцов помощь в руководстве и контроле? То ли это беспокойство, которое должно быть у каждого, кого волнуют национальные интересы США? Действия иранцев, поддержка иракских сил безопасности – это позитивно с военной точки зрения, но нас всех волнует, что будет, когда умолкнут боевые барабаны, а ИГИЛ потерпит поражение. Керри был задан вопрос, влияют ли переговоры по иранской ядерной программе на усилия в борьбе с исламским государством. Я полагаю, что наша стратегия, касающаяся ИГИЛ, в значительной степени основана на стремлении не расстраивать Иран, чтобы они не вышли из-за стола переговоров по тому соглашению, над которым вы работаете. Скажите мне, почему я не прав? Потому что факты полностью этому противоречат. Тот факт, что у ИГИЛ есть убежище в Сирии, затрудняет войну с боевиками в Ираке, говорит эксперт по Ближнему Востоку Пол Салем. Большинство военных командиров скажут вам, что если вы не победили всю группировку целиком, то одолеть ее только в одном районе – это временная победа. Он считает, что отсутствие военной кампании против ИГИЛ в Сирии означает, что боевики исламского государства, выдавленные из Ирака, смогут укрыться и перегруппироваться в соседней стране. В Фергюсоне, штат Миссури, городке, который за последние месяцы стал символом напряженности в отношениях между афроамериканской общиной и правоохранительными органами, снова прозвучали выстрелы. Подробности у Алексея Березина.
Во время демонстрации после объявления об отставке шефа полиции города Фергюсон Томаса Джексона у местного полицейского участка были ранены 2 полицейских. Как отмечают местные власти, полиция оружие не применяла. Митинг начался у полицейского участка с наступлением вечера и проходил относительно спокойно. Накануне Министерство юстиции США выпустило доклад, в котором обвинило департамент полиции Фергюсона в расовой дискриминации. У полицейского участка собралось порядка 60-70 человек. Ничего особенного по сравнению с тем, что пережил город в августе прошлого года во время демонстрации после того, как белый полицейский Даррен Вилсон застрелил 18-летнего чернокожего Майкла Брауна. И позже, в ноябре, когда присяжные приняли решение не выдвигать против офицера обвинения. До полуночи было относительно спокойно, но потом толпа начала расходиться. Несколько полицейских покинули эту зону. На северо-северо-восточном углу полицейского департамента Фергюсона были произведены несколько выстрелов, по крайней мере 3. 2 офицеров были ранены. По словам очевидцев, выстрелы были совершены с противоположной стороны дороги. Один из полицейских получил ранение в плечо, другой в лицо. Они были госпитализированы в местный медицинский центр. И, как отмечают врачи, несмотря на тяжелое состояние обоих офицеров, их жизни угрозы нет. И мы снова возвращаемся в Прагу. Сергей? Проблемы с экономикой в России ударили не только по крупному бизнесу. Люди, которым, казалось бы, уже нечего терять, бездомные, рискуют остаться без элементарного участия, человеческого участия. О буднях благотворительного фонда Санкт-Петербурга «Ночлежка» корреспондент программы «Настоящее время» Андрей Королев. Наталья Кожевина приехала в Петербург из Нарьян-Мара к мужу, на тот момент солисту Мариинского театра. Жизнь не задалась, и вскоре супруги развелись. Теперь Наталья не хочет говорить, по какой причине осталась на улице. После нескольких месяцев скитаний по зимнему Петербургу пришла в ночлежку. Здесь ей выправили паспорт, провели медицинское обследование и оставили жить, пока не найдет работу. Я бы сегодня, вот просто реально сегодня утром вышла бы на работу. Я уже осталась, от часа отработала. Тут прибегает, значит, администратор и говорит: Наталья Викторовна, собирайтесь, у нас проверка, вы же без санитарной книжки. Директор старейшей в России благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин устраивает для меня экскурсию по 3-этажному дому в районе Лиговского проспекта. Здесь все похоже на обычное рабочее общежитие, с той лишь разницей, что обитатели приюта сплошь бездомные. Средства на содержание дают бизнесмены, иностранные грантодатели. 10-я часть бюджета «Ночлежки» – деньги из государственной казны. Но без этой малости приюту не выжить. Нужно ежемесячно платить аренду, нужно ежемесячно платить за электричество, за воду. Мы стараемся как-то проявлять еще больше активности и компенсировать вот это падение среднего размера пожертвований за счет того, что больше людей узнает о проблеме, и часть из них, спасибо им огромное, начинает жертвовать. В 6 часов вечера я отправляюсь вместе с волонтерами «Ночлежки» в дорогу. Благотворительная программа «Ночной автобус» действует в рамках «Ночлежки» больше 10 лет. Волонтеры развозят пищу для бездомных по 4 точкам города. Недавно питерские бизнесмены взяли на себя оплату работы водителя. До этого автобус выезжал на маршрут бесплатно. Люди приходят по-разному. Где-то, наверное, от 15-17 человек до 35-40. Кроме еды, приходящие к автобусу бездомные получают одежду, а также юридические консультации. Желающие могут в любой день прийти в приют, где им окажут социальную помощь. Но с каждым месяцем и самой ночлежке выживать все трудней. Экономический кризис, а самое главное – угроза попасть в список иностранных агентов. Ну, если, скажем, наше государство не скажет внезапно, что вообще некоммерческим организациям нельзя существовать, то ночлежка проживет 15 и 16 год. И кто тогда спасет ночлежку? Андрей Королев, «Настоящее время», Санкт-Петербург. Если жизнь дает тебе 100 поводов, чтобы расплакаться, покажи, что у тебя есть 1000 поводов, чтобы рассмеяться. Любит повторять украинский сатирик, автор Дмитрий Чекалкин.
Сейчас, когда в Украине идет война, когда кадры с Донбасса ничего, кроме слез и восхищения теми, кто защищает свою землю, не вызывают, как в это время можно, в принципе, думать об иронии и сатире? Не только можно, но и нужно, утверждает Дмитрий Чкалкин в интервью нашей программе. Вот фрагмент беседы, которую мы записали перед эфиром. Вы знаете, даже несмотря на то, что я жил-работал в Украине, что мой отец украинец, я, наверное, никогда не смогу ответить на вопрос, вот какая на нация удивительная украинцы. Люди, которые способны практически одновременно и плакать, и горевать, и веселиться. Не могу ответить. А как вы сами отвечаете на этот вопрос? Почему? Это все-таки техника безопасности бытия, да, это спасательный круг на волнах жизни. Я просто в свое время работал в Израиле украинским дипломатом и всегда цитирую один из принципов израильского общества: «Ло нафсик легкот». Мы не прекратим танцевать, смеяться, веселиться. То есть, если мы это сделаем, мы это будем играть на руку своим врагам. Это ментально, исторически заложено? Ну, наверное, все-таки Украина — это вообще-то в какой-то степени столица мирового юмора, да. Если брать тоже там, я не знаю, российскую литературу, то большинство юмористов, сатириков, выходцы именно с территории Украины. На самом деле смех, улыбка — это такая же защитная реакция, как и слезы, только от нее меньше сырости, поэтому она в этом плане более выгодна. В таком случае эту нацию не победить. Абсолютно. Мы смеемся, значит, мы не сдаемся. Правильно. Это вот, кстати, слоган ваших коллег студии «Квартал 95», которым они открывают свои шоу. Сегодня, да, это один из таких актуальных девизов. Ну и «Квартал» вы вспомнили, и вы, и другие ваши коллеги. Вы продолжаете иронизировать, вы инициируете, даете новые волны политической сатиры в Украине, однако это никаким образом не отражается на украинском политикуме. Как воровали, так и продолжают воровать. Политическая сатира, она в принципе может помочь сегодня Украине или нет? Абсолютно, она уже помогает. Я бы не говорил, что ничего в этой стране не происходит. Просто мы не проснемся вдруг в Британии, да, не перепрыгнем из 19-го столетия в 21-е. И Игоря Губермана, моего хорошего знакомого, да, нашего соавтора, есть такие строки: мы более или менее калеками из полной темноты вошли в потемки. А в полном смысле слова человеками уже встанут далекие потомки. Я никогда не забуду времена еще Януковича, когда он был президентом, когда Верховная Рада приняла такой необычный закон, запрещающий митингующим использовать каски, маски во время демонстрации. Что сделали милые бабушки-пенсионерки? Они вышли на Майдан, надев на головы дуршлаки и кастрюли. Это вот был такой иронический вызов власти, да, властимущим. Когда также при Януковиче запретили автомобилистам организовываться в колонны, больше 5 машин, да, власть боялась этого. Люди на задних стеклах своих машин, я помню, сам это делал, наклейку «Не едь за мной, я пятый». Да, помните. А каким сейчас народным юмором живет Украина? У меня некоторые посты на моей странице в Фейсбуке имеют более 1,5 миллиона просмотров. Там я получаю десятки различных писем с свежим каким-то актуальным юмором, да, и вот один из персонажей у меня уже в радиопрограмме, он говорит, что, вы знаете, мои друзья в Тбилиси боятся выходить на улицы, потому что людей хватают прямо на улицах Тбилиси и отправляют в Украину работать министром. То есть... А вы, кстати, вот если серьезно, сами как относитесь к тому, что иностранцы, хотя, по сути-то, они не иностранцы, там многие этнические выходцы из Украины стали занимать ответственные посты? Двумя руками за. Я только за то, чтобы приходили новые кадры, новые, не заангажированные, да, не отравленные вот этим вирусом коррупции. Поэтому чем быстрее мы эту кровеносную систему как бы обновим, тем лучше. Но с юмором это будет легче. В общем, вы такой человек, как говорил Исаак Бабель, живиальный. Это радует. Спасибо вам за вашу энергию, за вашу способность смеяться и над собой, в первую очередь, в том числе. Это признак здоровья нации, когда ее граждане могут смеяться над самим собой. Это «Настоящее время», и вновь передаем слово в Вашингтон. Коллеги. Спасибо, Сергей. После полугода на орбите на Землю вернулся экипаж 42-й долгосрочной экспедиции на МКС в составе командира Барри Вилмора и российских космонавтов Елены Серовой и Александра Самокутяева. Во время полета они провели более 100 научных экспериментов и выполнили несколько выходов в открытый космос для подготовки МКС к приему коммерческих космических аппаратов США.
На 27 марта запланирована очередная экспедиция. На этот раз в космос отправятся американский астронавт Скотт Келли и российские космонавты Михаил Корниенко и Геннадий Падал. Келли и Корниенко проведут на орбите год и вернутся на Землю в марте 2016-го. На этом наша программа подошла к концу. Мы благодарим наших коллег в Праге и наших зрителей. Заходите на наш сайт, присоединяйтесь к нам в социальных сетях. До завтра!